Сегодня мы собираем наше сердце в молитве, потому что есть божественное послание, которое хочет коснуться здесь каждой души. Слушайте внимательно, потому что это не просто сообщение, это обещание надежды и обновления. Дорогие дети, я хочу, чтобы вы поняли, что каждый из вас сейчас находится в уникальном и особенном путешествии. Да, иногда вы идете дикими путями, сталкиваясь с, казалось бы, непреодолимыми проблемами. Однако знайте, что вы не одиноки. Я, Господь, здесь всегда иду с тобой. Я хочу, чтобы вы приняли эти слова близко к сердцу, несмотря на все испытания, с которыми вы сталкиваетесь, и пролитые слезы. Знайте, что чудо, которого вы жаждете, ближе, чем вы можете себе представить. Я вижу твою борьбу, я вижу твою боль, да, я слышу твои молитвы. Каждая твоя молитва не ускользнет от моих любящих ушей. Поймите, что Божье время идеально, и когда вы меньше всего этого ожидаете, когда ваши силы кажутся низкими, чудо придет к вам. Но есть кое-что важное, что вам нужно понять. Чудо – это не просто изменение внешних обстоятельств. Настоящее чудо заключается в перемене сердец, в внутренней силе, которая заставляет их преодолевать любые трудности с бессмертной верой. Поэтому, пока вы слушаете это послание, я приглашаю вас открыть свое сердце, чтобы принять обещание, объявленное сегодня. Ваше чудо близко, друзья мои, верьте всеми фибрами своего существа. Потому что верой вы найдете ключ, чтобы открыть сокровища небес. Пусть это послание найдет отклик в каждом уголке вашей жизни, неся свет надежды и уверенность в никогда не угасающей божественной любви. Будьте осторожны, потому что чудо уже в пути. Выразите свою любовь к Богу, написав: «Бог – моя величайшая любовь, мой возлюбленный сын». Прежде чем этот месяц закончится, я хочу показать тебе, как сильно я забочусь о тебе. Я окружу вас своим состраданием, выслушаю ваши сердечные молитвы и удивлю вас, дав вам больше, чем вы просите, помогу вам больше, чем вы можете себе представить, и благословлю ваши самые смелые мечты. Чудеса, которые я приготовил для тебя, велики и чудесны. Не позволяйте сомнениям и страху мешать вам получить благословения, которые я приготовил для вас. Я уже простил тебя и возвысил, очистив твое прошлое. Вы достойны любви, не отвергайте то, что я предлагаю вам, не бойтесь радости и счастья, которые я приготовил для вас, не бойтесь счастья и получения того, о чем вы молились и действительно нуждаетесь. Я благословляю вас и благословляю вашу жизнь счастьем и процветанием, чтобы вы могли поделиться этими дарами со своей семьей и другими людьми. Я ценю тех, кто охотно жертвует, помогает нуждающимся и пытается поддержать тех, кто менее привилегирован. Я дал тебе многое в прошлом и дам еще больше, но если ты оставишь свои благословения праздными и пустыми, они истощатся и будут потеряны. Истинные благословения понимают только те, кто их получает. Я даю вам семена для посева, благодать для посева, мудрость для их выращивания, силу для жатвы и мудрость для их выращивания. Получение благодати от вашего Небесного Отца – это радость, которую вы желаете, но вы должны быть готовы искать Меня, отдать Мне свое сердце и удалить из своей жизни всякое чувство неудачи. Не позволяйте никому убедить вас, что эти чудеса для вас. Ты мой сын, я тебя очень люблю, и никто не сможет разлучить тебя со мной.
Но если вас терзают сомнения, которые разрушают ваше счастье, отбросьте эти негативные мысли. Я спас тебя и благословлю тебя по-своему, без необходимости посторонней помощи или одобрения. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Даже если ты хочешь стать лучше, не ищи того, что я могу тебе предложить. Я с тобой разговариваю. Я истинный, верный и вечный Бог. Я обещал свое благословение, свое слово, которое я дал, и я выполню его, потому что я люблю тебя. Слушайте мое слово, упорствуйте до конца и цените драгоценные дары, которые я хочу передать вам. Я все контролирую, не упускаю ни одной детали. В случае неудачи ваши эмоции могут сбить вас с толку, что почти автоматически приводит к тревоге. Но с сегодняшнего дня не волнуйтесь. Не надо, даже если обстоятельства помешают моему плану, он раскроется, как пазл. Все части встанут на свои места, все будет хорошо. Мое благословение не замедлит, оно близко. Не обманывайтесь тем, что вы видите, пришло время думать по-другому. Не бойтесь будущего, я с вами обещаю, все получится у тех, кто любит меня так, как вы. Я подниму тебя и направлю, просто позволь мне облегчить твои заботы. Слушайте мои слова и размышляйте над ними, готовясь к отдыху. Пусть мой мир, мое спокойствие и мое небесное спокойствие наполнят ваше сердце. Сосредоточьтесь на хороших вещах в своей жизни, потому что у вас есть много благословений, которые сделают вас счастливыми. Но когда возникают трудности, можно сосредоточиться. Держите меня в своих мыслях, чтобы избежать этого, и если вы переживаете трудные времена, посмотрите вперед и увидите мирное будущее рядом, например. Прятки. Увидимся, мой милый мальчик, сохраняй решимость, будь храбрым, помоги мне, чем тебе нужно. Я люблю тебя, обнимаю и верю, я еще раз говорю, я люблю тебя, и с сегодняшнего дня ты увидишь эти слова, написанные на небе и облаках. Солнечный свет будет рисовать их на твоих стенах каждое утро. Птицы поют вам от радости, даже в аромате прекрасных цветов стоит обратить на них внимание. Примите мои слова, почувствуйте их вибрацию, когда они резонируют в вашей душе. Только в моем присутствии ты можешь испытать то божественное чувство, которое испытываешь сейчас. Вам следует подняться отсюда в своей повседневной работе, рассуждать о Боге, и я обрету истинный мир, превосходящий всякое понимание. Пусть эти чувства горят глубоко в вашем сердце, как огонь, сжигающий несчастье, неуверенность и все страхи. Да, я несу ответственность за вас и вашу семью. Пожалуйста, знайте, что я не оставлю вас один на один с этой ситуацией. Сегодня вы добьетесь успеха. Я подарю тебе успех, потому что ты мне очень дорог. Я активно участвую в вашей жизни, здоровье, работе и семье. Я открываю великие двери, которые изменят вашу текущую ситуацию. Ситуации под моим контролем, и я решу за вас важные проблемы. Оставайся сильным, не нужно слез, потому что с этого момента я принесу тебе свои великие благословения. Придите ко мне, чтобы выразить свою благодарность за чудеса, которые произойдут в вашей жизни. Пригласи меня к себе домой своими руками, чтобы все члены твоей семьи уважали меня и искали меня. Я меняю сердце, убираю боль и страдания. Отчаявшиеся снова обретут радость. Я очистю твой дом от болезней и немощей,
озаряя каждый темный угол своим светом и спасением. Только я могу предложить тебе бесконечную любовь и мир. Я защищу вас и ваших близких своим защитным щитом. Они в безопасности под моим присмотром. Здесь ты можешь быть в безопасности, потому что я не позволю тебе пострадать. Я веду вас по пути справедливости и любви. Вы избавитесь от переживаний, сомнений и страхов. Я люблю тебя и глубоко забочусь о тебе и твоих близких. Откройте свое сердце, чтобы получить всю любовь, которую я могу вам предложить. Дай мне больше времени в тихих местах природы, где я буду питать и оставлять твою душу и дух. Мои силы работают на протяжении всего вашего пути, открывая возможности, удаляя негатив и исправляя то, что пошло не так. Я освобожу тебя от твоих грехов и уберу всю усталость и отчаяние, позволю тебе становиться сильнее с каждым днем. Поверьте, что все развивается в вашу пользу, и мои ангелы активно работают над тем, чтобы обильно благословить вас. Укреплите свою веру и поклонение усердно, ибо вы мне очень дороги, от вашей выдержки, мудрости и мужества зависят успехи во всех ваших начинаниях. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это всего лишь шаг к успеху, поэтому не сдавайтесь, даже когда кажется, что все вокруг рушится. Не волнуйся, я буду рядом с тобой, буду защищать тебя и сражаться с тобой до конца. Я знаю тех людей, которые пытаются разрушить ваше счастье, но их усилия тщетны. Ваша смелость позволяет вам противостоять любым трудностям, которые встречаются на вашем пути. Я даю вам всю силу и мудрость, необходимые для решения жизненных проблем. Преклоняйте колени и молитесь каждый день, прежде чем отправиться в путешествие. Сражаясь в битвах, вы прогрессируете, преодолевая препятствия и побеждая врагов. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Даже когда вы чувствуете усталость, я здесь, чтобы предложить вам отдых, покой, здоровье и обновленную энергию, чтобы вы могли снова подняться отдохнувшими и уверенными в успехе, который ждет вас впереди. Мое сострадание всегда с тобой, и моя любовь к тебе безгранична, мое дорогое дитя. Примите этот дар любви и новых начинаний, зная, что у вас есть все необходимые качества не только для того, чтобы выиграть эту битву, но и для того, чтобы противостоять любому вызову, который может возникнуть. Я превращу ваши слабости в ваши самые сильные стороны и полон решимости устранить депрессию и чувство неполноценности, которые преследовали вас. Я также снимаю вашу тревогу, которая затуманила ваши мысли страхом, лишая вас сна. Теперь ваше время скорбеть, ваше время радоваться. Сегодня я держу тебя за руку, раскрывая внутри тебя силу, которая больше, чем ты думаешь, особенно когда ты находишься под моей опекой. Я даю тебе силы воплотить в жизнь все твои заветные мечты. Ты готовишься стать воином, который победит в каждой битве, потому что мой дух с тобой, мои ангелы рядом с тобой. Встаньте с уверенностью и мужеством, потому что успех и невероятные благословения уже в пути. Комментарий Божий – моя твердая скала. Посреди нестабильности мира ты отдал мне свое сердце с искренностью и преданностью. Будь уверен, что я люблю тебя. Я не позволю тебе упасть. Сегодня я ваш источник силы, оставляющий вам стойкий дух для решения предстоящих задач. Двигайтесь вперед с уверенностью и знайте, что я рядом с вами,
даже когда вы не видите и не чувствуете моего присутствия. Провозгласите себя сильным и победителем в своих испытаниях. Моя божественная природа оживит вас, даст новую энергию, выносливость, проницательность, покой и ясность ума. Я напоминаю вам о прекрасных обетах, написанных в вашем сердце и отпугивающих злых духов. Как мой любимый сын, я всегда чувствую поддержку и радушный прием в твоих объятиях. Но я говорю с тобой как с воином, потому что ты не страшная жертва. Мои слова – ваша защита, укрепите свои руки, чтобы эффективно владеть мечом на поле битвы, обеспечьте свою победу. Дни, когда страх парализовал его и скрывал, остались позади. Сейчас настало время перемен. Прислушайтесь к моему руководству и откройте для себя свою истинную природу, существо глубокой любви и великого мужества. Ты не убежишь. Двигайтесь вперед решительно, зная, что с моей любовью и силой для успеха больше ничего не нужно. Вам не нужно ждать годы, месяцы или дни, чтобы совершить прыжок веры и поискать свое счастье. Сегодня тот день, когда стоит обратить внимание на то, что я вам говорю. Я обращаюсь к вам, призывая вас держаться за меня и безопасно двигаться вперед. Приблизьтесь к этим дверям, когда я открываю их для вас, чтобы войти в новую главу радости, мира, изобилия и счастья, которую я приготовил для вас. Это правда, и это будет правдой. Я всегда буду рядом с тобой, но сначала ты должен мне поверить. Строго говоря, пишу. Я хочу услышать твое признание. Слушай меня полностью с истинной верой, и вскоре твоя душа обретет покой, и твое сердце обретет покой. Я всегда рядом с тобой в те моменты, когда ты чувствуешь себя застрявшим, когда кажется, что твоя жизнь не развивается. Знай, что я здесь с тобой и жду, когда ты узнаешь мой план и слово. Тогда вы поймете, что все работает для вашего блага и ничто не пусто. Вам не обязательно быть в кризисе, чтобы я мог прийти вам на помощь. Я также присутствую в минуты тишины. Когда вы почувствуете, что застряли, просто расслабьтесь, перестаньте слишком много думать и наслаждайтесь покоем. И если вы исчерпали все ресурсы для ответов и решений, и все еще не понимаете свою борьбу, знайте, что я на вашей стороне. Я буду вести вас, но, пожалуйста, дайте мне время и не ищите не там, где надо. Не спрашивайте других и не создавайте причин и решений. Отпустите свои мысли и тревоги. Когда кажется, что дела идут не так, когда ты чувствуешь себя безнадежным и потерянным, окруженным тьмой мира, ты не знаешь, куда идти, доверься обещанию, которое я дал тебе, безопасности моей любви. Зачем продолжать беспокоиться? Я ищу тебя. Ваши эмоции не контролируют вас, и вы не должны попасть в ловушку страха. Я дал вам дух не страха, а силы, любви и духовного равновесия, чтобы вы могли встретить и преодолеть любое испытание. Не полагайтесь только на свои чувства, потому что будут моменты, когда вы не почувствуете моего присутствия и не увидите меня. Ваша глубокая вера осветит путь, и мой Святой Дух будет подобен сильному ветру, который перенесет вас в лучшее место, где вы обретете свободу и благословение. Мой милый сынок, твои чувства так же глубоки, как твои мечты, а твое сердце столь же великодушно. Полностью отдайтесь мне и доверьтесь тому, что я планирую для вас с этого момента. В вашем уме нет сомнений,
почувствуйте глубокую уверенность в том, что вы знаете и верите, что я с вами всегда, навсегда. Я никогда тебя не оставлю. Не беспокойтесь о своих семейных проблемах. Не позволяйте беспокойству и печали управлять вами. Я беру их. Можете быть уверены, что мои ангелы возле вашего дома. Моя душа окружает твой дом любовью. Мои зоркие глаза наблюдают за всем, даже если обстоятельства не идут в вашу сторону. Пожалуйста, будьте терпеливы, я все проверю. Для каждой задачи напишите: «Я напоминаю себе, что Бог больше любой проблемы». Ты мой ребенок, ты драгоценен, и твои чувства так же глубоки, как твои мечты. Полностью доверьтесь мне, поскольку я веду ваши шаги к светлому будущему, полному благословений. Вам не нужно бояться или сомневаться, потому что я всегда рядом с вами, даже в самые мрачные моменты, когда вы чувствуете себя потерянным или окруженным тьмой. Помните, что я свет, освещающий ваш путь. Вам даны мужество и сила, и ваша вера – мощное оружие против всех трудностей. Не позволяйте страху одолеть вас, поскольку я укрепляю вас любовью и смелостью, когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями. Знай, что я всегда буду присматривать за тобой. Будьте терпеливы и доверьтесь моему плану для вас. Иногда может показаться, что ваши молитвы не услышаны или что мои ответы для вас недоступны. Но знай, что я всегда рядом. Работайте ради собственного блага, даже если сами этого не осознаете. Доверьтесь мне и сбросьте свое бремя, потому что я готов помочь вам преодолеть все препятствия. Не расстраивайтесь, если дела пойдут не так, как вы надеялись. Помните, что я контролирую каждую ситуацию, и все будет идти по моему совершенному плану. Оставайтесь верными своей вере, потому что именно она поддерживает вас в трудные времена. Продвигаясь вперед в своем путешествии, всегда помните о моей безусловной любви к вам. Что бы ни случилось, я буду рядом с тобой, буду держать тебя за руку и направлять твои шаги. Доверьтесь мне, потому что я всегда буду рядом с вами, готовый предложить утешение, силу и руководство. Когда вы войдете в священное Писание Бога, откройте для себя радость, превосходящую обстоятельства. Обратитесь ко мне сегодня за утешением и верой. Я готов решить все ваши дилеммы. Я поддерживаю и даю вам возможность сделать что-то лучшее. Улыбнись еще раз, не позволяя страху остаться в твоем сердце. Верьте, потому что я дам вам силы противостоять всем трудностям и преодолеть их. Хотите мира и здоровья для своей семьи и дома? Создайте гармоничную среду. Избегайте трудностей. Вместо этого молитесь со смирением и надейтесь, что я приму вашу веру и доверие и обещаю вознаградить вас. Будьте готовы стать свидетелями чудес, которые скоро произойдут. Великие благословения текут вокруг вашей жизни, и конфликты исчезают. Мир окружает ваш дом, потому что мое присутствие – основа вашей радости. Постройте гармонию в своем доме с помощью моих слов. В моей любви ты найдешь в себе силы противостоять всем ошибкам. Помните меня и верьте, что ваша семья не забудет, кто их спас. Призовите их сохранять веру и избегать обид. Осознайте, что жизнь – это путь взлетов и падений. Откройте себя прощению и любви.
Не позволяйте своему сердцу и разуму быть отравленными страданиями, несправедливыми обвинениями или скрытой ложью. Остерегайтесь тех людей, которые притворяются вашими друзьями и хотят вашей благосклонности. Я буду рядом с тобой и защищу тебя от подвохов. Ваша семья мне дорога. Пожалуйста, продолжайте молиться за них и заботиться о них. Каждый день находите минутку, возьмитесь за руки и молитесь в моем присутствии. Несмотря на трудности и бури, я очень благословлю вас. Я всегда был рядом с тобой. Некоторые люди могут забыть об этом. Когда они достигают успеха, они возгордятся и отвергнут Бога, который помог им. Будьте осторожны, чтобы эта гордость не проникла в ваш дом. Напоминайте им каждый день, откуда приходят их благословения. Усердно молясь дома, вы защититесь от зла, а болезни и недуги исчезнут, так как добрые ангелы будут охранять ваш дом от врагов. Хотите единства в семье и успехов своим детям? Я хочу, чтобы их жизни стали свидетелями моей необычайной силы. Создайте уникальный план для своей семьи, и я обеспечу вас своей заботой, щедро благословлю вас. Я ищу взамен твое сердце и преданность. Мое слово живо и вечно. Моя приверженность защите и улучшению их жизни непоколебима. Я прошу лишь немного веры, чтобы поставить свое сердце на первое место и постоянно искать молитвы. Укрепите свою веру, приготовьтесь стать свидетелем невероятных чудес. Происходят необыкновенные вещи. Мое присутствие сильно ощущается в домах, наполненных смирением и благодарностью. Я всегда буду с тобой, это обещание я никогда не нарушу. Передай им мой Святой Дух и божественные дары. Я окружаю их любовью и благословляю их семьи. Ваше благодарное сердце меня удовлетворяет, особенно когда вы желаете своих близких. В моем присутствии вы найдете все, что вам нужно: веру, смелость, понимание и терпение. Возьми мою любовь, береги мою заботу даже в самые трудные времена, которые ты переживаешь. Я поддерживал их в предыдущих судебных процессах и буду продолжать это делать. Не отворачивайся от меня в трудную минуту. Я здесь снова призываю вас поверить. Помните хорошие времена и игнорируйте негативные моменты. Тщательно сосредоточьтесь на переходе в новый этап вашей жизни. Ваше освобождение начинается сегодня. Пришло время тебе отдать мне свое сердце. Сложите свое бремя и получите в изобилии небесные благословения. Независимо от предыдущей борьбы, крепко держитесь своего Верховного Бога. Этот год полон открытых дверей и бесчисленных возможностей, которые вас ждут. Захватывайте, отслеживайте, уничтожайте и смотрите в будущее. Наконец, обретите покой и радость, которые вы ищете. Ваше тело полностью восстановится и исцелится. Каждый день уделяйте время себе. Примите мудрость, которую я изливаю на вас, чтобы молиться и слушать духовными ушами, которые я дал вам. Напишите: «Боже, источник моей нескончаемой любви, оставайся в вере, верь, что даже в самую трудную минуту я буду с тобой». Не отвлекайтесь на разочарование или неуверенность, вместо этого ищите внутреннюю силу, которую я дал вам. Знайте, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и стать сильнее.
Не забудьте оглянуться назад и признать все те времена, когда я поддерживал вас и направлял вас с любовью и добротой. Продвигаясь вперед в этой новой главе своей жизни, будьте открыты для сюрпризов и сюрпризов в будущем. Не увлекайтесь прошлым и заботами настоящего, вместо этого доверяйте процессу и предстоящему путешествию. Знайте, что каждый ваш шаг направляется моей любящей рукой, и что я всегда рядом с вами, готовый помочь вам преодолеть любые препятствия, которые могут встретиться на вашем пути. Всегда не забывайте выражать благодарность и признательность за благословения, которые я вам дал. Сохраняйте благодарное сердце, потому что благодарность – это ключ к привлечению большего изобилия и счастья в вашу жизнь. Будьте открыты для получения моих благословений способами, которые вы даже не можете себе представить, поскольку моя любовь к вам безгранична и безусловна. Двигаясь вперед, не забывайте обращаться к другим и делиться любовью и светом, которые сияют внутри вас. Будьте источником вдохновения и надежды для окружающих, распространяя мое послание любви и сострадания, куда бы вы ни пошли. Помните мое учение, удалите все следы отчаяния и избегайте горечи и гнева. Не впускайте негативных людей в свою жизнь и дом. Оставайтесь сосредоточенными и настойчивыми в своих усилиях, желаниях, мечтах и убеждениях. Будьте тверды и смелы, продвигаясь вперед с решимостью верного и бесстрашного солдата. Какие бы неприятности вы не увидели вокруг себя, знайте, что я послал армию ангелов, чтобы защитить вас. Поверьте мне и представьте радость, которая вас ждет, и покой, который вы обретете сегодня, в этот момент. Они реализуют все чудеса, о которых просили. Дороги открыты, препятствия устранены. Всегда будь осторожен, проведи тебя сквозь бури и празднуй со мной моменты успеха. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность укрепить вашу веру и обрести смелость. Во времена неопределенности и беспокойства обращайтесь к моим учениям за руководством, позвольте моей мудрости просвещать и направлять вас. В разгар неприятностей не сдавайтесь, потому что в вашем сердце нет места страху. Не бойся сильных волн и опасных ветров, ведь я с тобой и защищаю тебя своей любовью. Идите по жизни с уверенностью ребенка, зная, что вы всегда любите и лелеете его. Подумайте о радости, которая ждет вас впереди, и о мире, который уже живет в вашем сердце. Продолжайте доверять мне, искать моего руководства и двигаться вперед с верой и решимостью. Я всегда с тобой навстречу будущему, полному надежд, счастья и любви. Любите себя и верьте в себя, потому что вы действительно особенные и достойны всех благ Вселенной. Комментарий. Боже, мой компас. Под защитой моего покоя ты обретешь утешение и безопасность для своей души. Даже когда события этого мира вызывают тревогу, страх и ужас, я молюсь, чтобы вы увидели в моем мире нечто большее, чем отсутствие смятения. Это мирное спокойствие, которое приходит от осознания того, что Бог отвечает за Вселенную и за то, как все сочетается друг с другом. Вера в меня подобна свету, она ведет тебя сквозь бурю и ведет к миру и спокойствию. Его доверие к вам удерживает его мысли о вас, и вы даете ему полный покой. Почувствуйте воздух и поток уверенности, глядя мне в глаза. Основой прочного мира является уверенность, позволяющая безопасно ориентироваться в потоках жизни.
семейные обязанности и повседневная работа могут стать значительным бременем. Однако я прошу вас пересмотреть природу этого бремени, увидеть в нем ярмо любви, а не бремя. Возьмите мое иго на себя и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен. Столкнувшись со смертью, трауром, плачем и болью из-за случившегося, Откровение 21. Потому что я высушу твои слезы своей нежной рукой, исцеляющий жест, выходящий за рамки расслабления. В эти минуты слабости почувствуй утешающее объятие моей любви глубоко в своей душе. Возможность жизни без слез – это не абстрактный идеал. Она есть здесь и сейчас, если верить мне, в трудные времена. Я здесь, чтобы высушить твои слезы. Вы не одиноки в своей боли. Напротив, моя любовь подобна прохладному ветерку, который успокаивает бурю и помогает исцелиться. Подумайте о глубокой истине, которая ждет впереди, жизнь без слез, где печаль и горе являются воспоминаниями, гарантирующими, что радость небесного существования заменит слезы, перенесенные в этом земном путешествии. Обещание Откровения 21:4 не подвластно времени. Пока вы усердно работаете, чтобы обеспечить свою семью, поддерживаете здоровый баланс между работой и личной жизнью и сталкиваетесь с проблемами нестабильного мира, пусть это обещание ярко сияет, как маяк надежды, который продлится и за пределами этой жизни. Надеюсь, ты знаешь, что у тебя есть поддержка в жизни. Я ваш партнер в каждой работе. Вы получите наследство для служения Господу Христу. Поэтому работайте усердно для Него, а не для людей. Заботитесь ли вы о своей семье или решаете трудные жизненные вопросы, помните, что все, что вы делаете, это служение мне. Думайте обо всем, что вы делаете, как о возможности помочь мне. Даже самые обычные вещи, совершаемые в мою честь, приобретают священный характер. Знание того, что ваши усилия направлены не на благо мира, а на служение Господу Христу, придает большой смысл вашей жизни. Представьте себе виноградник, где мы оба преданно возделываем почву, сажаем семена любви и вместе наслаждаемся урожаем. Ты найдешь способ служить мне во всех обязанностях и трудностях. Неважно, чем вы занимаетесь, но ваша презентация является свидетельством вашей приверженности делу. Помните, что даже если мир настроен против вас, Божественное Царство ценит и принимает ваши жертвы. Во времена сбора урожая, когда бремя поддержки семьи в условиях неопределенности мира становится непосильным, мы призываем вас довериться провидению. Не позволяйте своим заботам тяготить вас. Вместо этого наденьте их на меня. Доверьтесь Божьему плану. Думайте об урожае как о времени изобилия, плодородия и изобилия. Представьте, что поле вашей жизни приносит плоды. Ваш Небесный Отец заботится обо всех аспектах вашей жизни, обеспечивает все, что вам нужно, и наполняет вас своими богатыми дарами. Примите это видение как доказательство того, что ваш Небесный Отец всегда наблюдает за вами и обеспечивает ваши нужды, независимо от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Знайте, что вас любят безусловно. Бесконечная глубина моей любви приветствует каждую твою слезу. Я верю, что ничто в этом мире, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни сила, ни высота, ни глубина, ни что-либо еще не может отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе отделена. Мистер
Пусть эта любовь оживит вас и даст вам силы встречать каждый день с достоинством и мужеством. Ничто не отнимет тебя у моей любви. Независимо от того, насколько велика Вселенная, вы можете быть уверены, что в жизненных событиях и обязанностях вы будете окружены бесконечной, неизменной и неизменной любовью. Путешествуя по лабиринту жизни, стоит задуматься над сложностью божественной любви, превосходящей человеческое понимание. Представьте себя окутанным глубиной этой безграничной любви, неописуемая близость которой приветствует все печали, слезы и тяготы бесконечного жизненного пути. Пусть нерушимая связь божественной любви будет вашим постоянным спутником и спутницей. Подумайте о том, как любовь может изменить вашу жизнь. Это сила, которая не знает расстояния и времени и может оживить вас изнутри. Думайте о любви, которую я предлагаю, как о реке жизни, текущей по выжженной земле отчаяния и усталости, укорененной в небесном поклонении. Погрузитесь в него, приняв омолаживающую силу реки любви, которая смывает ваши заботы и трудности, открывая новый прекрасный пейзаж. В эти неспокойные времена пусть свет вечной любви освещает ваш путь. Мировые события потрясают вас, но постоянно меняющиеся обстоятельства не влияют на неприходящую природу этой любви. Думайте об этом как о маяке во время шторма, который дает вам убежище и направление, когда вы путешествуете по бурным водам жизни. Мир вокруг вас постоянно меняется, принося с собой новые обязанности и испытания, но, несмотря ни на что, любовь, которую я вам даю, всегда будет скалой, прочным фундаментом, на котором можно будет строить свою жизнь. Относитесь к своему сердцу как к прибежищу, особому месту, где ярко сияет свет небесной любви, вытесняя тьму неуверенности и отчаяния. Даже когда мир вокруг вас трясется и трясется, звуки моей любви могут бродить по этому священному пространству, создавая мирную гавань. Мое дорогое дитя, если ты когда-нибудь хотел сдаться, просто найди спокойное место внутри себя, и пусть бесконечная любовь, которую я испытываю к тебе, будет звуком твоего сердцебиения. Когда я нарисовал твое имя на своей ладони, был заключен вечный контракт. Ты – мое самое драгоценное имущество, купленное кровью, и никакая пыль и грязь не смогут стереть это местописание. Гравировка драгоценных металлов – это искусство, имеющее неприходящую цель. Твое имя написано на моей ладони, так же, как его нельзя потерять, украсть или уничтожить с течением времени. Знать, что я буду знать тебя вечно, важнее любой суммы денег или материальных вещей в мире. Моя любовь, мои мысли всегда с тобой. Чтобы сохранять спокойствие, когда кто-то говорит что-то важное, вы можете написать это на своей руке. Наоборот, я никогда тебя не забуду, поэтому и нацарапал твое имя на ладони. Я, повелитель космоса, считаю тебя драгоценным камнем. Поэтому вам следует порадоваться и ответить мне с величайшим уважением. Доверься мне и не позволяй страху управлять твоим сердцем. Глобальные события не должны вас обескураживать. Несмотря на то, что вы видели в новостях, некоторые из этих сообщений кажутся такими, будто меня не существует. В новостях показывают фрагменты того, что происходит в мире, но намеренно упускают самую важную часть – меня. Всякий раз, когда мир кажется подавляющим, приди ко мне и найди утешение в моем присутствии. Возьмем, к примеру, Дэвида.
Когда враги хотели побить его камнями, он черпал смелость у Господа. Как и он, вы можете найти в себе силы противостоять трудностям, думая о моей великой силе и великом величии, которым я обладаю. Держа меня за руку и вступая в глубокую связь, которую я предлагаю вам, радуйтесь моей вечной любви и радуйтесь тому, что вместе мы отправляемся в захватывающее приключение с конечной целью небес. Возлюбленный, полностью доверься мне, потому что я и твоя скала, и твоя песня. Оно награждает радостью песни, плачущей от страха. Детка, не ненавидь плакать, потому что я ценю твои слезы. С этого момента я полностью высушу твои глаза. Точно так же, как вода необходима семенам, чтобы вырасти в сильные деревья, вы сейчас находитесь в облаке слез. Ваше горе поможет вам стать более сильным и счастливым христианином. Ваша готовность чувствовать боль за эту трагически разрушенную планету увеличивает ваше сочувствие и глубину, увеличивая вашу способность радоваться. Наслаждаться своим присутствием в хорошие и плохие времена – еще одно преимущество. Держи меня за руку с радостной верой и ищи радости и обязанности, которые я положил на твоем пути. Я всегда рядом с тобой. Всякий раз, когда печаль охватывает твое сердце, я хочу, чтобы ты был готов к возвращению счастья. Когда вы видите свое горе таким, какое оно есть мимолетное облако, которое отбрасывает свою тень на время и убеждает вас, что вы вечно несчастны, с ним легче справиться. Но это неправда. Я пообещал своим подписчикам бесконечный источник вечного веселья. Ваше наследство защищено от посторонних глаз. Этот мир полон взлетов и падений, и ваши путешествия по нему не исключение. Как бы сложно это ни было, недостатки необходимы. Если вы мне поверите, трудности и боль сделают вас сильнее и выносливее. Их борьба аналогична борьбе женщины во время родов. Он переживает настоящую боль и может задаваться вопросом, сколько еще он сможет сделать, но на этом трудном пути возникает новая жизнь, чудесное чудо. В награду за ваш труд на земле вас ждет безграничная радость на небесах. Там, где я наиболее счастлив, вы можете лучше осознавать мое присутствие. Даже сейчас ты мой дом. Я Бог, суть всего хорошего, и я сейчас здесь среди вас. Вы наполнены безграничной любовью и сиянием жизни. Мое самое большое желание, чтобы любовь, которую я испытываю к тебе, переполнила и овладела миром вокруг тебя. Позвольте мне испытать жизнь и любовь так же, как вы, с нашим партнерством. Моя любовь освещает твое лицо, и мой свет украшает твои слова. Однако, в отличие от инертных строительных материалов, вы живы и способны мыслить и рассуждать. Я дал вам необыкновенные полномочия выбора и суждения. Я хочу, чтобы ты использовал со мной этот святой дар, который я формирую. Вам нужно отпустить свою старую личность, свой старый образ мышления и поведения и принять новое «Я», способное принимать мудрые и благочестивые решения. Познайте меня полностью, ищите меня в моих словах и позвольте моему духу осветить их, чтобы их истины могли проявиться. Чем ближе вы будете к тому, чего я хочу для вашей жизни, тем больше вы будете похожи на меня и тем больше радость быть со мной. Помните, что небеса – ваше истинное гражданство. В свое время я подниму твою немощную смертную форму до уровня моего чудесного тела.
Не привязывайтесь слишком к своему текущему физическому состоянию. Вы будете вечно наслаждаться своим чистым и подтянутым телом. Многие мои ученики упорно отказываются покинуть этот мир, даже находясь на пороге рая. Но когда они это делают, их радость неописуема. Я гарантирую, что ваше время будет хорошо организовано. Ваша физическая форма – это прибежище Святого Духа. Итак, я спланировал каждый момент твоей жизни и могу точно сказать тебе, сколько дней тебе осталось. Я знаю, что ты хорошо заботишься о своем теле, но я не хочу, чтобы ты слишком беспокоился об этом, потому что я скучаю по тебе, когда я здесь. Вместо этого считайте каждый день драгоценным подарком, который я вам дарю. Помни, любовь моя, я счастлив с тобой, потому что ты моя. Что бы ни случилось, мое мнение о тебе останется прежним. Моя бесконечная любовь к тебе не знает границ, и ничто не сможет отнять ее у тебя, любовь моя. Пусть вера и благодарность заменят эти грустные мысли. Выразите свою веру в меня, оценивая то, кто я есть и чего я достиг. Любовь и вера вместе сильны. Они отгоняют страх и зло и укрепляют нашу связь. Я помогу вам справиться с обоснованными страхами, которые, возможно, все еще существуют. Вы увидите свои проблемы в ярком свете моего присутствия. Спросите моего совета, чтобы научиться внутреннему миру, чтобы я мог говорить с вами более ясно. Пусть текст формирует ваше мышление. Признавайте и цените все, что у вас есть в жизни. Не забывайте выражать благодарность при каждом общении, в молитве, в разговоре и даже в самых глубоких мыслях. Каждый раз ваша благодарность доходит до моих ушей, и я этому рада. Даже то, что вы хотели бы изменить, может стать для меня источником благодарности. Этот акт уверенности освобождает вас из лап пессимизма. Будьте благодарны во всем. Это моя молитва за вас. Изменяя вашу точку зрения, я меняю вас. Принятие перемен и новизны – ключевой ингредиент для установления близких отношений с самим собой. С сегодняшнего дня и до того дня, когда мы наконец встретимся, на стадии планирования предстоит проделать огромную работу. Лично у меня есть много возможностей. Чем больше вы ищете позитива в жизни, тем яснее становится ваше понимание. Дар вечной жизни для вас заслуживает вашей величайшей благодарности за вашу бесконечную веру в меня. И если вы хотите знать, сколько радости я приношу вашему сердцу, не ищите ничего, кроме этого вечного подарка. Ваши чувства и мои слова – это, по сути, я во Вселенной вокруг вас. Я с любовью доступен в каждый момент вашего присутствия. Поэтому я прошу вас своим духом открыть свое сердце и увидеть меня таким, какой я есть на самом деле. Важно уделить время встрече лицом к лицу. Для этого вы должны поддерживать непоколебимую умственную дисциплину. Не поддавайтесь искушению думать о земных идолах и вместо этого сосредоточьтесь на себе. Если вы ищете меня, вы обнаружите мое активное присутствие в священных писаниях, потому что я – живое слово. Я создал самую потрясающую красоту на земле, чтобы отразить Творца, без которого нет ничего. Молитесь о возможности выражать благодарность каждый раз, когда вы видите в мире что-то прекрасное. Это не только радует меня, но и радует мое сердце.
Продолжайте верить даже перед лицом невзгод этого разрушенного мира. Несмотря на взлеты и падения жизни, ты должен искать меня. Ты можешь быть уверен, что я держу тебя в своих любящих объятиях каждый день твоей жизни. Пусть эти знания принесут вам надежду и мир. Когда я рядом с тобой, кто сможет устоять? Не заблуждайтесь, я полностью поддерживаю вас. Если вы мой ученик, это обещание продолжать идти вперед, даже когда времена тяжелые и те, кому вы доверяете, предают вас. Важно, чтобы ты помнил неисчислимую истину, даже несмотря на то, что кажется, что я бросил тебя в этот момент. Вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку и постоянное присутствие. Это верно и в хорошие, и в плохие времена. Люди будут добры к вам, не желать их, когда они узнают или поверят, что я с вами, ваши страхи исчезнут, и вы сможете с вечным миром противостоять вызовам. Признай это. У тебя есть силы продолжать идти вперед, когда дела идут плохо, потому что ты знаешь, что я никогда тебя не подведу. Вы рождены для жизни, полной похвалы. Поскольку вы приняли меня как своего Спасителя, мы не должны забывать этот прекрасный способ поклонения мне и духовного возвышения. Даже в печали, когда ты восхваляешь меня, твоя радость во мне с моей радостью в тебе поднимает твой дух на более высокое место. Мое существование – это танцпол, чтобы восхвалять тебя. Господь доволен этим, в том числе и воздухом, которым вы дышите. Все хорошие в вашей жизни – это благословение свыше. Вы получаете некоторые из моих бесценных даров, поскольку я благословляю вас многими благами. Большинство людей не понимают того чуда, что Адам стал живой душой только тогда, когда я дал ему жизнь. Глубоко вдохните и выдохните, расслабляясь в моей компании, с каждым вдохом повторяя свое доверие ко мне. Время, проведенное со мной, принесет вам глубокое и глубокое чувство покоя. Чем больше вы это делаете, тем больше вы цените сокровища жизни, бескрайнее небо, высокие деревья, сверкающий свет, калейдоскоп красок, любящую семью и друзей и обычные удобства. Ты научишь меня хвалить и быть за все благодарным. Я – последняя часть головоломки спасения и духовного прогресса. Найдите во мне вечную жизнь и возможность познать себя на личном уровне. Я хочу, чтобы ты рассказал мне самые интимные подробности своей жизни, как хорошие, так и плохие. Дайте себе мир, который приходит от осознания того, что я заплатил за ваши грехи на кресте. Знание меня, вашего Спасителя и вечного друга, принесет вам великую радость и счастье. Не обращайте внимания на успехи и неудачи нечестивцев. Сегодня, благодаря простоте мгновенного общения, у вас под рукой огромное количество информации и новостей, которые быстро привлекают внимание. Мы рассказываем историю плохих парней и их коварных планов, раскрывая ужасные подробности, которые вы никогда не забудете. Регулярное пребывание в этой темноте вызывает тревогу и страх. Молитесь о том, что происходит в мире, и постарайтесь найти способы принести мир. Однако вам нужно отделить то, что у вас есть, от того, чего у вас нет. Беспокойство о проблемах, находящихся вне вашего контроля, истощает вашу энергию и отвлекает вас от сосредоточения внимания на текущих проблемах. Если мы согласны в этом вопросе, я на вашей стороне. Я имею в виду вашу просьбу. Помните, что я справедливый Бог,
который в свое время исправляет любую несправедливость. Просто сиди здесь тихо, доверься мне своей верой. Ваше путешествие по паутине существования сопровождается приливами и отливами жизненного потока, часто сопровождаемыми приливами и отливами страха и беспокойства. Подобно струящемуся потоку мужества, я предлагаю вам сегодня свои слова, надеясь, что они приведут вас к миру. Беспокойство о вещах, которые вы не можете изменить, может быть утомительным. Вместо того, чтобы позволять вашей энергии и энтузиазму рассеиваться бесконечным потоком, пусть эти слова станут призывом сосредоточиться на мне. Я с тобой, и я здесь ради тебя. Беспокойство о будущем обязательно истощит ваше существование. Вот что происходит, когда вы позволяете своему разуму и эмоциям отвлечься на вещи, которые вы не можете контролировать. Вы не можете беспокоиться о завтрашнем дне, потому что завтра позаботится о себе само. Тревога мешает вам оценить то, что происходит здесь и сейчас, и, что более важно, постоянное присутствие Божьего руководства. Самой по себе проблемы сегодня достаточно. Я прошу вас понять, что человеческое понимание имеет свои пределы. Будущее, полное тайн и неизведанного, находится под суверенным контролем Божьего вдохновения. У вас есть бесконечная энергия, чтобы беспокоиться о будущем, приносить радость и мир здесь и сейчас. Каждая секунда, несмотря на все взлеты и падения, приносит свои особые уроки и подарки. Беспокойство о вещах, которые невозможно изменить, отсекает жизненные силы и жизнеспособность человека, живущего в настоящем моменте. Медитация – это больше, чем просто умственное упражнение, это целенаправленный путь к просветлению. Вместо того, чтобы позволять мирским заботам управлять вами, обратите свои мысли ко мне, вашему вечному другу, который будет рядом с вами в взлеты и падения. Поскольку он полностью вам доверяет, пожалуйста, успокойте его и успокойте. Прочтите эти слова, чтобы узнать, как переориентация вашего разума на Бога может изменить вашу жизнь. Вера – это звено, которое связывает свободную волю человека с замыслом Бога. Сосредоточение внимания на мне помогает укрепить уверенность, что, в свою очередь, приносит вам совершенный покой, превосходящий беспокойство и бурные течения. Все искренне ищущие, даже в оживленном рынке жизни, могут получить пользу от медитации. Это не просто сидеть на месте, это тренирует твой разум сосредотачиваться на мне. Найдите время, чтобы отключиться от своих забот и по-настоящему принять божественное присутствие. Представьте, как я иду рядом с вами, моя рука нежно лежит на вашем плече, и позвольте этому Святому Духу дружбы наполнить ваш разум. Глубокая радость – это выражение удовлетворения, которое превосходит мирские заботы и находит свое основание в неизменности любви Божией. Вы обретете радость в моем присутствии, и эта радость станет источником вашей силы и выносливости. Даже если у вас есть трудности в этом мире, от отчаяния вас защитит небесное гнездо радости. Если ты доверяешь Господу, Он исполнит желание твоего сердца. Посреди хаоса жизни это место Писания призывает нас выбрать радость и создать сердце, которое радуется в присутствии Бога. Вера в то, что вы покоитесь в божественном мире, это щит от стрел отчаяния, а радость – мощное оружие в этой битве. Когда проблемы кажутся непреодолимыми, а конфликт заглушает луч надежды, подумайте, как радость может изменить вашу точку зрения.
Вы можете увидеть присутствие божественного присутствия глазами радости. Практикуйте поиск мира. Пусть свет радости сияет даже в самых мрачных ситуациях, освещая неизведанные пути и удивительные возможности. Никогда не забывайте, что я Бог, который судит праведно. Я вижу несправедливость, которая может разрушить ваш покой. По большому счету, каждый, кто страдает, связан надеждой на то, что справедливость в конечном итоге восторжествует. Мы можем узнать и вспомнить все слезы, пролитые в знак протеста против несправедливости, ибо Господь справедлив, и праведники увидят лицо Его. Ваша вера должна быть основана на обещании божественной справедливости. Всегда помните, что я прекрасно осознаю всю несправедливость, с которой вы можете столкнуться, неся бремя этого несовершенного мира. Стремясь к справедливости, вы присоединяетесь к божественному сердцу, и наступит день, когда порядочные люди увидят в этой справедливости глубокое выражение любви свыше, а не холодную нейтральную силу. Несправедливость глубоко огорчает Бога. Ваша постоянная приверженность справедливости, движимая любовью Бога внутри вас, вносит свой вклад в историю искупления и искупления. Если ты чувствуешь себя подавленным, знай, что я тебя поддержу. Вы не одиноки, когда сталкиваетесь с неудачей. Мои слова будут компасом, который проведет вас через долины и вершины этого трудного путешествия. Небеса вверху и земля внизу могут исчезнуть, но мои слова останутся навсегда. Они никогда не потеряют своей силы, потому что они живы и существуют вечно. Защищайте их, когда вы боитесь. Прочтите их вслух и почувствуйте их силу. Если я что-то обещаю, я это сделаю. Если да, то это потому, что я хочу благословить тебя. Если я благословляю тебя, то это потому, что ты мой сын. Если ты моя, я никогда тебя не отпущу. Ничто не сможет удержать тебя от меня. Ты всегда под моей опекой и защитой. Я глубоко благодарю вас и обещаю всегда быть рядом с вами. Так что поверьте мне. Будь спокоен. Не бойтесь, что хаос захватит вашу жизнь. Когда вокруг вас кружится необъяснимый негатив, лучше оставить все как есть. Сохраняйте спокойствие и доверьтесь мне. Избегайте принятия поспешных решений из-за боли или растерянности. Что может усугубить вашу ситуацию? Мои учения неоднократно убеждали меня, что я могу превратить невзгоды в добро. То, что кажется работает против вас, работает на вас. Во время нападения или драки, когда действие ускользает от вас, когда наступает усталость и вам хочется сдаться и вернуться назад, помните, вы зашли так далеко не для того, чтобы просто сдаться. Вы добились значительного прогресса. Не рискуйте всем, отказываясь от своей позиции. Многие возможности уже открылись на вашем пути, и многие еще ждут вас. Удивительные благословения ждут вас. Но когда вы в отчаянии, вы можете игнорировать многие вещи. Поэтому прошу вас и напоминаю, что сейчас не время для отчаяния и гнева. Сохраняйте мир и спокойствие. Посмотри, как сильно я люблю тебя и как сильно забочусь о тебе, особенно сейчас, когда ты в беде. Я пришел успокоить тебя и наполнить твое сердце покоем. Это надо знать, понимать, но самое главное — верить в это. Я здесь, чтобы поддержать тебя, утешить и вывести из трудной ситуации.
ты доверился мне, и я защищу тебя. Я не хочу, чтобы вы гневно реагировали на кого-либо. Я гарантирую, что из всех этих испытаний вы выйдете победителем. Поэтому я прошу вас обратиться ко мне в молитве, чтобы принять предложенный мир и успокоиться. Мои планы откроются вам, и я укажу вам подходящее время для действий. Я вручаю вам в руки сияющий меч моего могучего слова и сообщаю вам, когда придет время действовать. Я на твоей стороне, и ты не можешь проиграть. Этот день обязательно наступит, но сейчас я прошу вас обратиться ко мне в молитве, дождаться моего руководства и отпустить свои заботы. Прими мой мир и сохраняй спокойствие. Аминь. Когда вы обратитесь ко мне за помощью, зная, что я люблю вас и что мои обещания непоколебимы, я обязательно помогу вам успокоиться и встретить мир, спокойствие и радость. Знайте, что ваш Небесный Отец всегда рядом с вами. В твоих руках я вижу исцеление всех моих ран. Твои слова – бальзам для моей души, убежище в бурю. В вашем присутствии я нахожу силы продолжать, смелость преодолевать трудности и надежду на предстоящие дни. Ваше обещание заботиться обо мне и никогда не покидать меня наполняет мое сердце благодарностью и уверенностью. Иногда мир вокруг меня кажется хаотичным, полным неопределенности и растерянности. Но даже в самые мрачные времена я знаю, что смогу найти в тебе покой. Ты — скала, на которой я стою, свет, направляющий мои шаги, любовь, поддерживающая меня в жизненных неурядицах. Я нахожу утешение в твоих любящих объятиях. Неважно, на какую крутую гору я поднимусь, какую бы глубокую долину я ни пересек, я знаю, что я не одинок. Твое постоянное присутствие — мой верный спутник, мое постоянное утешение, моя бесконечная сила. С вашей помощью я смогу справиться с любым испытанием и преодолеть любые препятствия. Потому что я знаю, что ты со мной сегодня и всегда. Я всегда помню твое обещание, твою неизменную преданность. Даже в моменты сомнений и страха я вижу в вас смелость двигаться вперед, веру в лучшие дни и уверенность в том, что вы встретитесь лицом к лицу с неизвестным. Потому что я знаю, что когда ты рядом со мной, нет ничего невозможного, и ни одна задача не является слишком сложной, чтобы ее преодолеть. Спасибо за ваше постоянное присутствие, благодать и бессмертную любовь. В каждый момент я осознаю бесконечную благость Бога в своей жизни. Когда ты чувствуешь себя хрупким и спотыкающимся, знай, что даже если дела идут не по плану, и ты сталкиваешься с трудностями, моя благодать безгранична и мое милосердие бесконечно. Как я не разочаровал вас раньше, так не разочарую и сейчас. Особенно во времена величайшей нужды, когда болит сердце и потрясается дух. Просыпайтесь каждое утро с надеждой, ищите в моих словах силы, которые вам нужны, чтобы встретить этот день. Поверьте мне, когда я говорю, что вас ждет будущее мира и радости. Люби и живи от души, потому что вам нужно выжить, чтобы преодолеть трудности. Держись обещаний, которые я тебе дал, и не сдавайся перед трудностями. Помните о своем мужестве и моем присутствии, когда вы сталкиваетесь с угрозами или когда вас унижают другие. Так что действительно верьте моей правде. Этот год будет важным для вас, потому что извлеченные уроки создадут духовное и вечное богатство. Поскольку вас выбрали, я хочу вас сердечно поздравить.
Свяжитесь со мной в молитве, смирите свое сердце и изложите свои просьбы. Вера и благословение ждут вас. Помните, что несмотря на жизненные испытания и неопределенности, вы никогда не одиноки. Мое постоянное присутствие – это маяк надежды и руководства, которое будет направлять ваши шаги и успокаивать ваше сердце. Доверься моей безусловной любви и обещанию славного будущего рядом со мной. Откройте свое сердце, чтобы получить благословение, которые я приготовил для вас. Пусть моя благодать преобладает в вашей жизни, удаляя сомнения и страхи, которые мешают вам полностью раскрыть свой потенциал. Доверься мне и следуй моим путем, ведь я уготовил тебе необыкновенную судьбу. В этот год преображения приблизьтесь ко мне со смирением и верностью. Делайте свои запросы с уверенностью и доверием, потому что я всегда внимателен к вашим потребностям и пожеланиям. Вместе мы построим еще более глубокие отношения, основанные на любви, понимании и надежде. Помните, что в любой момент у вас есть возможность выбрать путь веры и счастья. Пусть свет моего присутствия озарит ваши мысли и действия, направит вас к этому осознанию. Комфорт от вашего постоянного присутствия и уверенность в обещании вашей предковой заботы позволяют нам быть проводниками вашей благодати и милосердия в этом страдающем мире, неся свет там, где есть тьма, и свет там, где есть отчаяние. Пусть этот канал молитвы станет местом встречи с вашим присутствием, где обеспокоенные сердца смогут найти утешение, а жаждущие души смогут утолить свою духовную жажду. Пусть молитвы, возносимые здесь, эхом разнесутся по небесным коридорам и будут услышаны согласно вашей совершенной и любящей воле. В своем безграничном милосердии протяни руку любви каждой утомленной и беспокойной душе, чтобы они почувствовали вокруг себя твое благожелательное присутствие, окружили их своей любовью и миром, превосходящим всякое понимание. Даруй нам, Господи, чтобы мы были орудиями Твоей благодати, утешением сокрушенных сердцем и надеждой отчаявшимся. Пусть этот канал молитвы станет священным местом, где печальные голоса достигают небес и находят голос в вашем любящем сердце. Пусть каждое слово, сказанное здесь, будет перед Тобой, как сладкий фимиам, как жертва, приятная зрению Твоему, и пусть ответы на наши молитвы будут по Твоей суверенной воле, которая всегда добра и любяща. Во имя нашего Спасителя и Защитника Иисуса Христа мы возносим перед Вами эти молитвы, уповая на Вашу верность и Вашу вечную любовь. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии веры и молитвы. Если вам понравилось это видео, мы хотели бы предложить вам подписаться на наш канал, чтобы получать больше вдохновляющего контента. И не забудьте оставить свое сообщение, ваше общение поможет распространить информацию и охватить больше сердец, которым нужна надежда. Поделитесь этим видео с людьми, которых вы любите, чтобы мы могли вместе построить сообщество поддержки и любви. А теперь я приглашаю вас посмотреть следующее видео, которое будет показано на экране. Пусть Божий мир всегда будет с вами.